Здравствуйте, в эфире программа «Интервью». Я представляю гостя в студии Ильгам Галин, заместитель председателя Комитета по бюджету Государственного собрания Республики Башкортостан, председатель фракции КПРФ. Ильгам Илюсович, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Ильгам Илюсович, давайте начнем с того, что впереди у нас ожидается май, очень много будет важных событий. Вот с каким настроем завершаете апрель и с каким настроением вступаете в май? Во-первых, мы апрель завершаем с днем рождения Ленина Владимира Ильича. Мы его традиционно отмечали, проводили субботники, благоустраивали территории близлежащих этих памятников, там, подкрасили или что там, отремонтировали, грубо говоря. Это произошло по всей Башкирии. Конечно, традиционно мы провели субботники не только в скверах, но и в других частях города или района. Также традиционно мы участвовали в акции «Зеленая Башкирия», то есть высаживали ели, липы, яблони и так далее и тому подобное. Также приближается праздник 1 мая, праздник труда, который мы будем традиционно отмечать. Не только коммунисты, наверное, Республики Башкортостан, но и все жители Республики Башкортостан. Какие бы самые важные мероприятия отметили, которые предстоят в мае? В мае, 1 мая, это традиционный наш праздник труда. 9 мая, сейчас мы, депутаты нашей фракции, каждый день ездят по региону, то есть городам и районам, поздравляют наших ветеранов Великой Отечественной войны. Некоторым за 102 года, некоторым 94 года. Я вот сам лично тоже езжу и поздравляю. Много интересного они рассказывают. Многие, конечно, есть чему у них поучиться. Ильгам Илюсович, расскажите, вот вы говорите о том, что депутаты ездят по всей республике и ведут прием. Какие вопросы возникают, какие вопросы решаете? Ну, сейчас традиционно к весне почему-то созревают вопросы о земле. О земле, особенно у фермеров, которые занимаются скотоводством. Земли, у них требование, что земли для пастбищных лугов очень мало. 2,5 гектара. Они говорят, и скотину пасти, и траву косить мы как бы не можем. И вот они требуют, чтобы хотя бы им выделяли 50 гектаров. Я вот этот момент их полностью поддерживаю. Это раз. И мы опоздали по поводу госзакупок, чтобы цены на ГСМ не поднялись. Надо было госзакупки сделать после Нового года, и мы бы застопорили цены на ГСМ. Сейчас некоторые фермеры практически купить не могут ГСМ, чтобы выйти на поле, заниматься пахотой или там сеять кукурузы или пшеницы или так далее и тому подобное. Поэтому сейчас тяжело им, по крайней мере, на сегодняшний день. Конечно же, и вопрос нам задают дети войны. Этот закон мы приняли, обещали им хотя бы к Дню Победы какие-то материальные блага обещали. На самом деле, пока мы не можем им дать. Каждый раз вот обещаем, а их все становится все меньше и меньше. А каким образом можно этот решить вопрос? К вам можно прийти? Нет, это надо просто заложить в бюджете, хотя бы 1 200 000, и ежегодно к дню 9 мая материально поощрять их. Их не так уж много, этих детей войны-то осталось-то. Про ветеранов всего 43 человека в Уфе, вот в Нефтекамске всего 2 человека. И я думаю, наверное, по всей Башкирии сотни мы наберем или нет. А детей войны тоже меньше становится. Про тыловиков и говорить нечего. Ильгам Илюсович, а если говорить именно о других вопросах, в частности, вы курируете, очень печетесь о вопросах предоставления жилья сиротам, какие есть продвижения в этом направлении? Жилья сиротам до сих пор эта проблема как осталась, так и осталась. Мы у федералов просим средства, чтобы сразу мы им отдали бы. У нас приблизительно более 5000 очередников. Половина из них уже имеет исполнительные листы, прошли через суд. И там внутри еще тоже очередь образовалась. Если мы будем только надеяться на республиканский бюджет, то мы будем практически долго отдавать им квартиры. Мы же им обязаны, то есть мы обязаны им предоставить жилье. Если бы хотя бы федералы нам 70% денег давали бы, да, мы бы им сразу
раздали бы эти квартиры. Но каждый раз то инфляция, то цены на жилье растут, то стройматериалы, и поэтому этот список все уменьшается и уменьшается. Вот на сегодняшний день это очень большая проблема. Если федеральные власти дали бы хотя бы 50 или 60% от того, что мы заложили, да, то тогда бы было бы легче жить. Сейчас еще один вопрос, который, наверное, на повестке дня у всех, это именно вопросы спецоперации, что было сделано за минувший месяц. Спецоперации мы недавно отправили гуманитарную помощь через Ульяновск, то есть ПФО, мы, то есть коммунисты, собрались, жители ПФО, то есть Ульяновск, Чебоксары, Мариэл, и централизованно отправили на линию СВО. Это партийный проект. Помимо партийного проекта 24 апреля от депутатов Госсобрания отправили. То есть Хусаинов Салават Сахиевич возглавил этот конвой. Мы почти ежемесячно отправляем туда гуманитарную помощь. Получается как-то пообщаться с бойцами, чтобы адресную помощь оказывать? Получается. В некотором случае, то есть наши знакомые, вот мои знакомые, которые там служат, да, в ручном режиме они просят уже, допустим, мы в прошлом году отправили багги для разведки, мотоциклы отправляли. Там, и какие вещи они просят, мы стараемся скомпоновать и отправить им. Это уже адресно. То есть мы отправили, он получил и отчитывается уже. И мы дальше спрашиваем, как у него дела, там, вот, узнаем, как они живут. Это вот в адресном режиме. И помимо этого, да, мы еще и коллективом отправляем. Депутаты складываются, и туда уже централизованно от имени Башкирии мы отправляем, от имени партии мы отправляем. И надеемся, что рано или поздно все-таки мы одержим уже победу. Потому что мы ждем эту победу. Ильгам Илюсович, если говорить о законных инициативах, с которыми выступает именно фракция КПРФ, какие бы отметили главные? Ну, вот этот вот мой закон, башкирский гектар, да, ведь, его вроде бы как в кулуарах мы его поддерживаем, а когда дело до чего-то доходит, да, ведь, его кто как бы не поддерживает. Не понимаю просто. Вот закон Красного Знамени мы тоже с 2018 года его как бы вносили. Через какое-то время, да, уже, видимо, народный патриотизм проснулся, там уже депутатов, видимо, не надо было слушать. И вот этот закон Красного Знамени, патриотический, да, он уже сам вылез-то. И мы только его подхватили. Я думаю, все-таки вот этот башкирский гектар, рано или поздно, он уже и без нас, наверное, он выйдет-то, этот закон. Давайте напомним нашим зрителям его суть. Башкирский гектар в депрессивных районах, откуда у нас отток жителей проходит, да, мы предоставляли его гектар бесплатно. Это во многих регионах, и в Московской области, в Питере, в Ульяновске, во многих есть, в Костроме. Я вот самый лучший взял и внес вот в этот закон. Есть у нас, допустим, инвесторы, которые хотят приехать, допустим, там же индюшатник хотят, зоопарк построить, ну и так далее и тому подобное. И даже у нас есть люди, которые хотят также землю взять, простые люди, вот фермеры, учителя, врачи, ну вот такие люди тоже хотят землю взять. В депрессивных именно районах, откуда идет у нас население, откуда уходит, практически. Как вы думаете, будет ли востребован этот закон? А он востребован на сегодняшний день, конечно. Востребован. Потому что многие ко мне обращались, мы, говорит, хотим гектар земли взять, построить там кемпинг, заниматься сельскохозяйством и так далее и тому подобное. А пока этого закона нет, да, ведь желающие есть, но они не хотят участвовать в этих аукционах, которые в аукцион бесполезно. В аукцион заходить, если он, допустим, честно идет в этом аукционе, да, маловероятно, что он выиграет этот аукцион на землю. Вот так и происходит. А если бы предоставляли бы вот этот башкирский гектар, ну, допустим, Петрову, да, ведь он своим инвестпроектом пришел бы, дали бы ему 3 года, сказали, вот в течение 3 лет ты не освоишь,
мы эту землю обратно забираем. Но налоги ты платишь на этой земле. И я думаю, мы сдвинулись бы с мертвой точки-то. А так этот закон, мы выношу его, жуем, и обратно отвергаем. А время-то идет. А инвесторы уходят, допустим, в Удмуртию, уходят в Татарию, уходят в Московскую область и прекрасно развиваются. Ильгам Илюсович, а если мы вернуться к теме предстоящего празднования 80-летия Великой Победы, наверняка общаетесь и с ветеранами, как-то поздравляете. Какие мероприятия организуете? Ну, мы индивидуально взяли списки ветеранов. Вот я же говорю, в Уфе 43 человека. Мы каждому ездим домой. Есть у нас памятная медаль 80-летию Дня Победы, коммунистическая. Продуктовый набор. Как бы ежегодно мы типа супового набора берем и едем к этим ветеранам. Ветераны нас встречают очень положительно, спрашивают, потому что большинство из них были коммунисты, некоторые показывают партийные билеты свои, очень интересно, книги. Вот у последнего, у Асхата Абая были, он показывал, сколько книг он написал, ему 102 года. Очень интересные люди. Рассказывали, как они воевали, как он оказался в Башкирии. Он обещал своему сослуживцу, когда они вместе воевали, что после войны приедут в Башкирию жить и работать. Он сам с Татарией, этот Асхат Абай, да, и такой путь прошел. Вот я когда был, в Минздраве долгое время проработал, и он остался в Башкирии. Много судеб, интересных судеб. Ильгам Илюсович, а если говорить уже о предстоящих планах, какие задачи стоят перед фракцией? Перед фракцией стоят задачи, мы готовимся на следующий год. Следующий год у нас будет выборный год. Партия ведь показывает себя во время выборной кампании, сколько депутатов они могут как бы с собой протащить, да, и сколько процентов людей голосует. Вот это и есть главный показатель партийной работы. И поэтому мы тщательно готовимся, то есть своих наблюдателей готовим, агитационные материалы готовим, начальников штабов, юристов, это все мы готовим. И где-то, наверное, после Нового года мы начнем проводить конференции, проводить семинары. Вот такими темами мы и живем. Ильгам Илюсович, и, насколько я понимаю, впереди ожидается День пионерии? День пионерии, мы празднуем его традиционно, организованно. Сейчас у нас дали заявки школы, учебные заведения, ребята, которые хотят вступить в пионерию. Конечно же, мы консультируемся и с учителями, и с их родителями. Конечно же, это ностальгия у многих. Есть пионер-вожатые, которые приходят во время приема пионерии, рассказывают, когда они были пионер-вожатыми. Конечно же, мы учим гимн, песню, которые после приема в пионеры дают клятву, и поем мы песню очередную. Учим завязывать галстуки. Вот. И как мы вообще, когда были сами пионеры, да, я вот рассказываю, чем этот галстук был хорош. Просто этот галстук было легче мыть, чем воротник рубашки. Поэтому это уже с моего обихода. Вот такие, ведем реестр, сколько пионеров мы приняли, и делаем анализ, эти пионеры на самом деле в каком состоянии, которых мы приняли раньше. Вот. И вообще, как бы у меня идея пионерские классы организовать в школах. Пытаюсь вести разговоры и с родителями, и с директорами, как образцовый класс сделать. Все, чтобы в галстуках, как раньше, ходили и учились только на пятерке. Ильгам Илюсович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как встречаете месяц май, с какими итогами встречаете и о планах на будущее. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.